Получить загранпаспорт, подать налоговую декларацию и пройти техосмотр. Все это и многое другое стало возможным, не выходя из дома, благодаря порталу Госуслуги. Воспользоваться сайтом несложно, но и не слишком просто. Для этого вначале нам нужно зарегистрироваться. В первую очередь вводим фамилию, имя и номер телефона. На него сразу придет специальный код. Затем придумываем пароль для учетной записи. После вводим в специальную анкету паспортные данные и номер страхового полиса. Теперь, когда все поля заполнены, отправляем документ на проверку. Система должна одобрить личные данные. Успешную регистрацию подтвердит СМС-уведомление. Это значит, второй этап пройден. Вся процедура займет не более 15 минут. Он позволяет заявителям, гражданам подавать в электронном виде заявления в те или иные государственные органы, муниципальные органы, смотреть информацию о предоставляемых услугах, ознакомливаться с процедурой предоставления этих услуг и непосредственно направлять заявление на получение этих услуг. Заявление приходит в электронном виде в то или иное ведомство, где оно рассматривается. Заявитель, в свою очередь, получает информацию о ходе рассмотрения своей услуги, то есть статус рассмотрения этой услуги, и в конечном итоге потом получает результат этой услуги, если это не запрещено федеральным законом. Для того, чтобы пользоваться всем перечнем услуг портала, необходимо пройти третий этап регистрации. Нужно подтвердить личность. Сделать это можно тремя способами. Обратиться лично в один из центров обслуживания, получить код подтверждения заказным письмом через Почту России, а также с помощью электронной подписи или УЭК. Мы обратились в Центр обслуживания Ростелеком. Сейчас процедура она максимально упрощена. Нужно прийти к нам в удостоверяющий центр, предъявить паспорт и СНИЛС. И по ранее заведенным данным мы вас находим, идентифицируем и подтверждаем вашу регистрацию. Что это сегодня дает вам? Дает возможность открытия личного кабинета, выбора услуг и управления услугами. После подтверждения личности пользователю доступен полный перечень государственных услуг. Электронным ресурсом в Северной Осетии, к слову, пользуются свыше 25 тысяч человек. Наша республика является одним из лидеров по количеству зарегистрированных пользователей. Их число постоянно растет. Уже разработано и мобильное приложение. Оно позволяет пользоваться услугами в любое удобное время и в любом месте. Ирина Дзабаева, Цамас Шипшев, Осетия ТВ.